самое главное, что и русские, и таджики не отвечают на зло злом. Вот убивают таджиков, да? Но таджики не создают бригады, чтобы отомстить, да? Чтобы найти этих убийц. Я даже с этим не согласен. Я все-таки сторонник древнеиудейское око за око, да? Чем христианское, что надо прощать. Даже убийц надо прощать. Поэтому и таджики, и русские, они не отвечают на силу силой. Вот. И, конечно, есть в России определенные там фашистующие группировки. Они нападают не только на таджиков, они нападают на всех, и народцев, так сказать, и на племенников. Вот. Сама ситуация в России очень нестабильная. Очень нестабильная. Вот. Она держится на авторитете одного человека. Понимаете? А это очень немного, когда все держится. Вот что-то с человеком случится, и все полетит колесом. Арбы, да? Как арба. Колесо старой арбы летит. Вот. А вот когда вот в стране только один лидер и все держится на одном авторитете, это плохо, да, на все-таки? У меня есть такое изречение, что цари проливают реки крови. Цари проливают реки крови. Тираны, следующий после царя идет тиран. Тираны проливают моря крови. Но слабые правители проливают океаны крови. Понимаешь? Поэтому для народа очень большая трагедия слабый правитель. Знаете? Вот я могу сказать, что в постсоветском, да, пространстве в новых государствах сильные правители. Сильные. Там, может, нравится, тебе не нравится, но это пастухи, понимаешь? Я сторонник сильного правителя, понимаешь? Пусть будет злой пастух, чем либеральный волк. Понимаешь? Вот. И в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, в Туркмении сильные правители. Понимаешь? Если их не будет, будет гражданская война, будет хаос. Понимаешь? А мы уже в Таджикистане знаем, что значит, когда слабый правитель, понимаете? Вот слабые были, и была гражданская война. Вот. Следующий этап – это экономическая политика, которую я называю Дэн Сяопином. Вот политика Дэн Сяопина. Как? Когда Дэн Сяопин пришел, 1 200 000 000 китайцев находились в полуголодном существовании. Да? Вот сейчас, как ты знаешь, они по ВВП вышли на первое место, обогнав даже Великую Америку. Вот. Значит, он нашел какие-то экономические инструменты, идеи экономические, которые помогли ему накормить и поднять великую китайскую нацию. Да? В Таджикистане тоже 8 миллионов, да, людей. И, конечно, не сравнить Таджикистан, горная страна, маленькая, не имеющая великих русских богатств, 140 миллионов людей. Да? Здесь тоже должны появиться какие-то экономисты, ребята, да, которые должны что-то сделать, чтобы таджики не бегали в Россию, в Азию, в Китай, в Америку. Это хорошо, что талантливые таджикские ребята едут в Америку учиться, в Турцию, в Китай, во Францию. Очень хорошо, что не замкнуто они сидят. Это замечательно. Но
в поисках, так как я говорю, как говорит Хаджан Насреддин, в поисках таджикской лепешки, чтобы люди униженно спали в подвалах, что попало, ели, да? Значит, я не говорю, что в Таджикистане богатая должна быть жизнь, но достаточно должна быть. Я не могу сказать, что таджикский народ не работает, работает, да? Вот, но вот какие-то экономические идеи должны быть. Я это в присутствии имама Али Шариповича говорил, что вот вам народ поставит золотой памятник, что вы гражданскую войну потушили. Гениально. А теперь второй, вот эпоха Дэн Сяопина. Вот каких ребят экономических вы найдете? Тимур Хасанович, продолжая вот этот разговор все-таки, вот та модель правления государством, которую вы упомянули, которая есть в Европе, да, вот есть парламент, президент зависит от мнения народа. Он вот не применим к нашим вот регионам? Вы думаете, такое вот... Вы знаете, я думаю, что все-таки не свойственно русскому народу. Это не жизнь русского народа. Русский народ – монархический народ. Это монархия. И даже там в Горбачеве, в Ельцине, в Брежневе, в Путине русский человек видит монарха. Ему хочется, чтобы это был монарх. Да. Так русский человек устроен. Парламентские, вот эти все парламентские идеи, они не в душе русского человека. Вот. И я думаю, что и таджикского человека. Спасибо огромное вам, Тимур Хасанович, Да. за вот такую прекрасную беседу. Ну, что поделать, старались.